Добры дзень, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Мы на Еўрарадыё, у студыі працуе Марыся Вайтовіч. Сёння ў эфіры гаворым пра эпідсезон грыпу і вострых рэспіраторных інфекцый у Беларусі. У нас у гасцях праз Zoom доктарка-педыятрка Майя Цераколава. Вітаю вас, Майя. Здравствуйте. Паспрабуем разабрацца, чаму людзі і дзеці хварэюць, як абараніць сябе і блізкіх, і што праўда, што міф у пытаннях імунітэту. Я заклікаю вас быць актыўнымі, пакідаць каментары, пытанні пад гэтым стрымам, каб наш эфір быў яшчэ больш цікавым. Спрачайцеся, распавядайце свае нейкія гісторыі, мы паспрабуем на ўсё адрэагаваць. Канешне, калі для вас гэта бяспечна. Мы пачынаем. У Беларусі працягваецца расці захворвальнасць на грып і вострыя рэспіраторныя інфекцыі, асабліва сярод дзяцей. Прынамсі, так гаворыць афіцыйная статыстыка. З канца студзеня колькасць хворых павялічылася на 18-23%. І хоць пікавы перыяд ужо прыпадаў на другую палову лютага, так вірусы ўсё яшчэ актыўна цыркулююць па краіне. Так, грып А, рынавірусы, адэнавірусы, я гэтых назваў нават раней не ведала, калі шчыра ўсе. Вось нейкія пнеўмавірусы, таксама вірусы парагрыпу, і нават ковід, усё гэта было ў гэтым сезоне. Майя, чаму ўсё ж такі вось колькасць так павялічылася менавіта вось у другой, у першай дэкадах вось зімы, скажем так, у лютым вось такі быў проста вось жах нейкі. Я вам больше того скажу. Вот это количество вирусных инфекций, респираторных вирусных инфекций так стремительно возрастает каждый год. Зимой каждого года они это делают. Вирусные инфекции начинают очень быстро, сильно расти. Ноябрь, декабрь, январь вообще ужасный. Февраль плохо, и потом становится получше. С чем же это связано? С тем, что люди сидят в помещениях, в большом количестве в помещениях, которые не проветриваются достаточным образом. И все вирусные инфекции, которые, где-то кто-то чихнул, где-то плохо себя с утра чувствовал, пошел на работу, а тут ребеночек вроде получше выздоровел, пошел в школу, и вот он чихнул, кашлянул, все вокруг заболели. Только поэтому, потому что люди проводят время в замкнутых помещениях, и это оптимальные условия для распространения вирусов. А что происходит в марте? В марте мы пошли гулять сразу после школы, а не сидим где-то там, решили прогуляться, а не проехаться автобусом. И меньше передается вирус от одного к другому. Все респираторные вирусные инфекции размножаются в холодное время года, только потому что в холодное время года люди сидят в помещениях. І мы можам казаць пра тое, што вось вясной гэта ўсё будзе працягвацца, людзі сядзелі па дамах і зараз выйшлі і кантактуюць паміж сабой актыўна. Ці не, ці наадварот захворванасць будзе зніжацца? На улицах можете контактовать сколько угодно, потому что когда мы говорим об инфицировании, значение имеет также доза инфицирования. И если кто-то чихнул на улице, и даже на вас попала капелька слюны, там не так много, как если бы начихали 2 часа сидя в помещении. Оно все остальное улетело далеко в поверхность и долго не прожило. На солнышке тоже умирают вирусы. Я яшчэ звярнула ўвагу на тое, што часцей за ўсё ў гэтым сезоне хварэлі менавіта дзеці. Вось гэта таксама з тым звязана, што дзеці ходзяць у садкі, у школы, ці ёсць яшчэ нейкія прычыны? Да, это тоже не в одном сезоне. Каждый год постоянно болеют больше дети, потому что они сидят в школах по 30 человек в одном помещении, да, и потому что у них меньше иммунитета накоплено. Взрослые уже большинством этих инфекций переболели, и даже если к инфекции формируется не такой прям стойкий иммунитет, как ветрянки на всю жизнь, то какой-то перекрестный, остаточный, что-то там иммунная память у взрослого помнит, что там лет 10 назад что-то такое встречал. А детский организм впервые в жизни увидел этот риновирус и на все 100%, вот сколько может дать риновирус, всеми и заболел.
Мгм. Калі я была школьніцай, я памятаю дзіўную такую гісторыю, што вось мае бацькі яны кантралявалі, калі я там трохі пачынала хварэць, яны казалі: ўсё, сядзі дома там, ну, вялі мяне там да доктара ці выклікалі доктара дамой. І калі я сапраўды захварэла, я сядзела там дома і там, калі ў мяне не было тэмпературы, вучылася з дому ўвесь гэты час. Але часам была іншая сітуацыя. Ты прыходзіш у школу і палова класа чихаюць, то бок нейкія бацькі напэўна можа былі там розныя сітуацыі, людзі там ходзяць на працу, напэўна вось гэта нейкае апраўданне там, каб ўсё ж такі кінуць больнога дзіцяці ў школу. Як бацькам па-першае убачыць, што дзіця можа быць дома там, а не ў садку, якія там прызнакі павінны гаварыць маладым бацькам, у якіх яшчэ мала, напрыклад, досведа, да, што не трэба весці дзіцяці ў садок? Родителям нужно идти на работу — это причина, по которой они отведут ребенка в школу, а не оправдание. Мгм. Достаточно уважительная причина. И когда ребенок должен остаться дома, когда он плохо себя чувствует и не может учиться, Мгм. принесет он в школу, даже в садик, какую-то инфекцию. Вы знаете ли, вот этих там 600 респираторных инфекций, с которыми циркулируют, с ними надо познакомиться со всеми. Рано или поздно собрать иммунитет ко всем из них, потому что иначе, ну вот, ребенка уберегли там до 6 лет, он в стерильных условиях в садик не ходил, в школу пойдет, будет болеть всеми. Еще и в школе его уберегли от всего, но выйдет взрослым человеком и заболеет всем. Но у детей есть некие преимущества. У них есть тимус, там, иммунная железа, которая стимулирует активную выработку иммунитета. То есть если знакомиться с вирусными инфекциями, то, наверное, все-таки вот в каком-то школьном возрасте, и нет ничего плохого, если ребенок, который переносит инфекцию на ногах, а значит инфекция не тяжелая форма какой-то инфекции, ну, поделится ей со своими одноклассниками. Одноклассники тоже почихают, поболеют, вечер с температурой полежат, перенесут, сформируют иммунитет. Вот этот иммунитет добавится у них в список болезней, к которым у них есть иммунитет. Ну и в целом ничего в этом страшного. Так происходит жизнь. Мгм. Ну, я упэўнена проста, што вельмі шмат бацькоў з вамі зараз паспрашались бы і скажуць: ну што это такое, доктарка так у прамым эфіры раіць весці дзіцяці там у школу, калі нават ён чихае, напрыклад, так, ну там камусьці ён перадасць гэты вірус, ну і ладна, трэба выпрацоўваць гэты імунітэт у іншых, вось, а іншыя, ну, нейкія бацькі падумаюць: ну як гэта так, навошта вось палова класа хварэе? Ну, половина класса собирает этот перечень иммунитета к болезням. Вот когда нам говорят, как укрепить иммунитет, нет способа укрепить его, сделать его сильнее. Это вообще опасная штука, там с иммунитетом не играется. Но можно собрать количество инфекций, к которому у вас есть иммунный ответ. Мгм. Ну и таким образом, в последующий раз, когда вы будете встречать ту же самую инфекцию, вы будете болеть легче. Мгм. Поэтому там в многодетных семьях, которым младшим уже там старшие дети поприносили кучу инфекций, в многодетных семьях младшие дети болеют реже, когда ходят в школу. У них уже есть иммунитет к большому количеству инфекций. Ну и можно это воспринимать так, что чем ребеночек уже переболел, тем он второй раз, даже если заболеет, будет полегче. Но сейчас вот он в школе переболел, зато потом девочка беременная будет, и этого уже не схватит. Или потом на фоне, я не знаю, чем-нибудь, какого-то сниженного иммунитета в связи с какой-то тяжелой болезнью, у него будет уже иммунный ответ. Ну, как-то более философски к этому относиться, как к чему-то неизбежному. Неизбежное точно. Вот ко всему вы рано или поздно соберете иммунитет. Ну, почему бы и не в школьном возрасте, когда можно и прогулять лишний раз этот русский язык с географией. А вот работу прогулять уже так просто не будет. Можно вспоминать истории, как там испанские конкистадоры привезли в Америку обычные инфекции, к которым у них был иммунитет. Они там ехали на корабле, плыли или что они там, чихали и приехали, и все в порядке с ними. А индейцы поумирали все. Ну, вот потому что не было к самым обычным инфекциям у европейским, у индейцев никакого иммунитета. Поэтому, ну, неплохо. И не то чтобы прям хорошо и прекрасно, что ребенок болеет, но неизбежно. Так что принять неизбежное и подумать, что, ну,
почему бы и не сейчас? Как говорят, хорошего времени для заболеть нет, но, может, школьный период не самый худший. Я уже пералічыла некаторыя вірусы, якія цыркулявалі ў Беларусі ў гэтым сезоне, у гэтую зіму. Што з гэтага можа самае такое небяспечнае, пра што было б цікава распавесці сёння? Вось я кажу, што там нават незнаёмыя былі нейкія назвы такія для мяне, напрыклад. Ну, незнаёмые, они не самые опасные. Про них врачи не бегают, не предупреждают, а вакцинироваться не просят. А про какую просят, бегают, предупреждают. Много говорят по телевизору, благодаря вам, журналистам, и плакаты вешают. Вакцинируйтесь, пожалуйста. Это про какую? Пра грып. Про грипп. Грипп– самая опасная инфекция. Она особенно опасна для детей младше 6 лет. Я вот, будучи педиатром, убеждаю вакцинироваться бесконечно родителей, потому что осложнения тяжелые, инвалидизирующие, пожизненные и даже смертельные могут быть от гриппа. И это гораздо более часто встречающиеся осложнения, чем от большинства других инфекций. Там все боятся менингококков, пневмококков, синегнойных. Но ты ее пойди найди, эту менингококк, да? И еще пойди встреть. А вот грипп каждый год очень много, и осложнения каждый год. И очень обидные осложнения, потому что здоровый ребенок жил, и ничто не предвещало беды, и, казалось бы, грипп, и, правда, жалко тех детей, и очень печальные истории. Грипп– опасная инфекция. Для детей младше 6 лет особенно опасная, для пожилых людей смертельно опасная. Вакцинироваться от гриппа можно от 6 месяцев житья, но от полугода ребенку можно вакцинироваться. Это безопасная вакцина, это годами, десятилетиями проверенная вакцина, она эффективна, она предупреждает. В этом году опять все сильно много болели, там неделю. И, наверное, жалели, что не вакцинировались. Вот надо, чтобы к сентябрю не забыли все, кто переболел, что было нехорошо, неприятно. И про детей тоже подумали в первую очередь о возможности, риске осложнений. Но взрослым тоже надо вакцинироваться. Болеть гриппом очень неприятно. Это высокая температура, выраженная интоксикация. Часто остается этот температурный хвост. Там месяц человек может себя чувствовать нехорошо по вечерам, 37,5 температура. Вот это все может быть при гриппе. Но осложнения в основном у детей. И просто можно из этих целей думать, что ты вакцинировался для того, чтобы ребенок один не заболел. Не было тяжелых осложнений. Вось мы да вакцынацыі яшчэ вернемся, а я хацела запытацца, якія ўскладненні могуць быць пры грыпе, вось асабліва ў дзяцей. Так. Осложнения разные. Самые опасные – это энцефалиты, поражение мозга, смертельно опасные, и миокардиты, поражение сердца. Тоже достаточно распространенное, одно из самых распространенных осложнений. И в целом, из-за того, что грипп ведет к выраженной интоксикации. Помните, когда вот ковид был, и тогда даже молодые, здоровые, красивые, и на фоне вот такого повышенного иммунного ответа, каскадная реакция, на фоне выраженной интоксикации, выраженного воспаления просто любые органы и системы могут начать отказывать, так скажем. Диссеминированный внутрисосудистый синдром – это когда у нас, грубо говоря, кровь сворачивается, и какие-то органы и ткани недополучают достаточного. Осложнения могут быть очень разные. В общем, вакцинироваться от гриппа – это то, что необходимо. И вернемся к этому в сентябрю, так? У нас ёсць пытанне з чата. Віктор К. Пытанне: а ў гэтым годзе ад грыпу прышчапіцца ўжо запозна, калі істотна лакацыя Сакартвела? Что такое Сакартвела? Сакартвела гэта, можа, гэта вакцына? В Грузии, что это? Так, я думаю, што яны, маюць на ўвазе Грузію. Я не разумею, у чым, в принципе... Отличается, потому что грипп, он путешествует. Он такой, в тропиках он всегда, в южном полушарии он то, что у нас вот летом. А в Сакартвело, я думаю, что он так же, как и в Европе, так же, как и в Беларуси,
Ну, январь, февраль, март уже кончается. Вакцинироваться надо в сентябре, в октябре. Для формирования иммунного ответа нужно как минимум 2 недели. Ну, сейчас уже эпидемия заканчивается, снег метаться. В сентябре надо вспоминать об этом. Мгм. А што калі ўсё ж такі вось бываюць людзі, якія вось прынцыпова не вакцынуюцца, не вакцынаваліся, ужо захварэлі ці самі, ці іх дзеці. Як можна падтрымаць арганізм ужо калі грып пачаўся, ты ўсё ж такі захварэў? Но если человек не верил медицине, заболел и вдруг начал верить, то можно обратиться к врачу и ну, взять рецепт на осельтамивир. Это противовирусный препарат, достаточно эффективный против гриппа. Его надо начинать принимать в первые 48 часов. Он облегчает течение и снижает вероятность побочных эффектов. Ну, можно обратиться к врачу за осельтамивиром. Это препарат рецептурный, тоже с некоторым количеством побочных эффектов вероятных, которых нет у вакцин практически. Поэтому заболели, можно обратиться к врачу. Потом нужно еще через 2 недели прийти к врачу, проверить, что нет осложнений. По крайней мере, это актуально для детей до 6 лет. Вот. А так лучше Ці патрэбна прывіваць дзяцей і дарослых, у якіх ёсць нейкія хранічныя захворванні? В первую очередь, потому что дети с хроническими заболеваниями и взрослые с хроническими заболеваниями болеют тяжелее, осложнения получают чаще. Какие-то побочные эффекты от вакцин, в первую очередь, это какие-то аллергические реакции вероятные, достаточно редкие, и они никак не связаны с хроническим наличием или отсутствием хронических заболеваний. Ну и другие побочные эффекты настолько, казуистика, редкие случаи, что говорить о связи с хроническими заболеваниями тоже не приходится. Ни с неврологическими, ни с другими, любыми другими. Я хочу, дарэчы, нагадаць нашим слухачам і гледачам, што мы на гэтыя тэмы размаўляем штогод. Штогод мы размаўляем у нас асобныя эфіры пра вакцынацыю, пра сезонныя там нейкія захворванні такое. І ўсё ж такі, я так разумею, сітуацыя моцна не мяняецца ці мяняецца. Як доктарка, вось прыватны ваш досвед. Я разумею, што вы ўжо жывеце не ў Беларусі, але я думаю, што людзей, якія выступаюць супраць вакцын і за вакцыны, іх хапае і ў Польшы, і ў Беларусі. Вось людзі, у прынцыпе, паўсюль розныя. Як перажылі вы гэтую зіму самі? Да нормально я так пережила. Мне не привыкать, что люди болеют. Люди, которые отрицают там, или что они там делают, боятся вакцин, какие-то там страшные теории мне даже рассказывали. В этот раз то ли Гейтс был виноват. В Польше тоже, в общем, в это верят, про то, что там кто-то пытается что-то контролировать, управлять миром и травить детей. Удивляет, ладно, человек может верить в какой-то заговор, но вот сижу я, врач, и я тебе говорю, что вакцина работает, она безопасна. Почему ты думаешь, что я участвую в заговоре Сороса с Гейтсом? Нет. Почему ты думаешь, что я, закончившая там 7 лет института, 4 года магистратуры, специализации, не знаю о том, как работает вакцина, а ты, прочитав Инстаграм, знаешь? Вопросы все те же, и недоумение по поводу такого недоверия медицины неожиданно в вопросе вакцинации тоже остается, и оно как было в Беларуси, так остается в Польше, и со временем не особо меняется. Яшчэ одно пытанне ад Вожыка Патрыёта. Ён задае такое: наколькі важная вакцына Гардасіл-9? Ці забяспечваюць у суседніх краінах гэтай вакцыны з бюджэтных сродкаў? Во всех не знаю, в Польше бесплатно. Хорошая вакцина защищает от вируса папилломы человека. Это не сезонная инфекция, это инфекция, которая вызывает рак, в первую очередь рак шейки матки у женщин, но может вызывать и другие неприятные раки слизистых оболочек, типа гортани, других слизистых. В общем, хорошая вещь, точно так же абсолютно безопасна, достаточно новая вакцина, не очень дешевая, но в Польше, по крайней мере, доступна бесплатно. В Беларуси тоже в этом году они
зарегистрировали бесплатно, правда, какую-то то ли китайскую, то ли российскую, не гордосил, вот что-то другое от вируса папилломы человека, но любое другое лучше, чем ничего. Всегда имеем в виду, что даже если там почему вакцина может быть лучше или хуже, зависит от количества антигенов, содержащихся в вакцине. Качественные имеют большее количество антигенов, дешевые имеют поменьше. Но лучше небольшое количество антигенов, чем вообще никакое. Поэтому вакцинироваться нужно хотя бы тем, что есть. Особенно это актуально для тех, кто еще не встречал вируса папилломы человека. Вирус папилломы человека передается половым путем. Но его распространенность около 80% популяции. То есть это не какая-нибудь гонорея, которой не всякий в жизни переболеет, а это то, что есть почти у всех. И шанса не встретить, немного. Поэтому все, кто старше, в общем, все, кто уже занимался сексом, с большой долей вероятности имеют этот вирус. И вакцинироваться стоит тем, кто еще секса не имел. Поэтому его рекомендуют подросткам, детям старше 12 лет жития. 14 можно, если 18, там вы верите в свою девочку, можно. А дальше имеет смысл женщинам, как профилактика рака шейки матки в какой-то мере. То есть это не гарантия, но вероятность снижения, некоторое снижение рисков. То есть женщины там, по-моему, до 42 лет тоже им рекомендуется эта вакцинация просто как снижение рисков, но точно не гарантия. А гарантия того, что вируса не будет, иммунитет сформирован, но она есть для тех, кто еще ни разу сексом не занимался. Мгм. О, цікава. Да рэчы, канешне, на гэту тэму можна было б зрабіць асобны эфір, але калі мы ўжо пачалі, хацела задаць такое пытанне: а ці можна гэтую вакцыну набыць без рэцэпта, напрыклад, у Польшчы? Вось я ўзгадала, што нам прыходзілі такія пытанні раней. Вось ці магчыма прыехаць з Беларусі ў Польшу і проста яе набыць тут? Без рецепта нет, но можно приехать из Беларуси в Польшу, зайти к любому частному врачу, тому, кто не работает по НФЗ, а по другой страховке, либо частный прием, взять рецепт. Это будет стоить, 100 злотых за рецепт и 200, наверное, за вакцину. Это будет чего-то не сильно ужасного стоит. Я думаю, что в 150-200 долларов можно уложиться в обе дозы. Нужно сделать 2 дозы с перерывом в полгода. Мгм, мгм. А беларускія рэцэпты не падыходзяць, калі чалавек з беларускім рэцэптам Потому что перед приезжают? вакцинацией должен быть произведен осмотр врача. Это стандартная практика в Польше. И, рецепт действует, соответственно, не очень долго. Мгм. Ясна. Дзякуй вялікі. Мы яшчэ вернемся да пытанняў з чата, а пакуль вяртаемся да нашай тэмы, так. Новая вакцына супраць рэспіраторна-сенсацыйнага віруса. Правільна я назвала? Што гэта ўвогуле за вірус і каму гэтая вакцына рэкамендуецца? Чаму ў Польшчы яе робяць бясплатна, а ў Беларусі яна, я так разумею, недаступная? Так, зарегистрировано, но недоступно. Давайте пачнем гэта. Што такое вось гэты вірус? Респираторно-синтециальный вирус, он один из ряда вот этих 600, которые у нас с вами, у взрослых здоровых людей, пройдет в виде чихания, заложенности носа и некоторой температуры вечером достаточно легкая. Но у пожилых людей проходит тяжело. Исключительно у пожилых людей. Даже у детей полугодовых не так тяжело. Вот у пожилых людей старше 65 лет этот вирус проходит значительно тяжелее и часто приводит к пневмониям, и к смерти даже. В общем, вызывает серьезное осложнение. Именно этот вирус и только у пожилых людей. И этой вакцине года 2, но она показала настолько высокую эффективность в снижении вот этого количества пневмоний у пожилых людей, что ее в Европейской унии купили просто всем бесплатно и рекомендуют всем людям старше 65. Что достаточно хорошо, спасибо большое. Здесь, и в последнее время в целом люди живут дольше, чем 65 лет, средняя продолжительность жизни растет, и вот это и еще одна вещь, которая продлит и количество, и качество лет жизни.
В общем, хорошая, эффективная, безопасная новая вакцина от респираторно-синцитиального вируса, доступная по НФЗ в Польше, по государственной страховке, по базовой страховке, а в Беларуси она зарегистрирована. И что это значит для граждан Беларуси? Зарегистрировано — это значит, можно просить. Мгм. Можно прийти в поликлинику и сказать врачу: «Хочу». И вас запишут в лист, и этот лист отправят. И он будет собираться. Соберется 200, соберется 500, 1000 соберется, купят. Есть вероятность, что купят. Нужно только приходить и говорить «хочу». А потом еще через месяц, когда в следующий раз придете, вот там по какому-то поводу к врачу, сказать: «А где?» И врач такой: «Да, блин, просил же, надо отправить». Ну, врачу обычно некогда, он бывает забудет что-нибудь в конце дня. А тут ему еще второй раз напомнили, он такой: ну да, вот тут один хочет. И вот когда она собирается, ну тогда привезут, вакцинируют. Мгм. Если у вас есть родители и люди старше 65, которые следят за своим здоровьем, они периодически ходят к терапевту, ну, напишите им напоминалку: попросить вакцину от респираторно-синцитиального. Зразумелі, усе гэта павінны вось памятаць і паспрабаваць хоць трошачкі паклапаціцца за сябе і за сваіх блізкіх. Яшчэ адно пытанне пад нашу тэму, і магчыма мы далей, калі не будзе пытанняў у чаце, перайдзем ужо да вясны, да таго, што вось адбываецца проста цяпер у нас, да вясновага авітамінозу, напрыклад, ці бывае такая з'ява, ці не. Пытанне такое: я рабіла прышчэпку спутнікам, хварэла на ковід лёгка, але потым пагоршылася памяць і была дэпрэсія. Пытанне з чату напісала яго Сафія Б. Это печально. Ухудшение памяти, депрессия — это неприятные симптомы, но я не уверена, насколько они могут быть связаны с вакциной. Мне нравится шутка моего знакомого кардиолога, который немножко толстенький у нас, ну, у врачей тоже бывают проблемы. Он как-то сказал, что он вот в детстве вакцинировался, а через 40 лет у него живот вырос и волосы повыпадали. Вот это надо, ну, как бы связь сомнительна. Симптомы такие распространенные. Может, ну, депрессия вообще у людей бывает без всяких связей с вакцинацией. Ухудшение памяти. Но это симптом депрессии. Неприятно, печально, нужно обращаться за помощью. Но сказать, что есть какая-то связь с вакцинацией, с трудом, можно даже биологически предположить, как это может быть связано, как вот этот иммунный ответ, трудно. Добра, а вы задаваліся пытаннем увогуле, што таго, што шмат людзей, якія прахварэлі на ковід у самым пачатку ці там пасля ўжо ў гэтыя годы, так, яны скардзяцца, што вось у мяне стала дрэнная памяць, гэта ўсё ковід. Яны звязваюць менавіта не з вакцынацыяй, а яны звязваюць менавіта з хваробай, што гэта такі такія пасля, ну, што адбылося вось праз хваробу. Гэта сапраўды так, сапраўды у людзей масава пачаліся праблемы з памяццю праз тое, што яны перахварэлі на ковід. Ці былі нейкія даследаванні ўжо на гэтую тэму? Постковидный синдром. Такое было, когда мы говорили о ковиде вот тяжелом, когда переносились ну, тяжело. Вот. Почему ковид теперь стали переносить легче, но опять-таки сформировался иммунный ответ у многих. Уже встречали многие эту инфекцию, у нас есть перекрестный, даже если штамм новый. Ну и теперь вот болеют полегче. А когда ну, инфекция была новая, и все встречали ее в первый раз и болели тяжело, тогда был такой как постковидный синдром, но я думаю, он просто типичен для любой тяжелой болезни. Такой тяжелый выход из инфекции, из-за воспаления там легочной ткани, довольно длительный кашель, из-за выраженной интоксикации, вот этот температурный хвост, когда там 37,5 температура месяц, после гриппа такое тоже бывает. Ну, даже антидепрессанты назначались, тоже для лечения постковидного синдрома, но не как симптом, не для лечения депрессии как таковой, а для лечения некоторых неврологических особенностей. Постковидный синдром — это просто, ну, его тогда называли постковидным. Сейчас я не встречала вот именно такого наименования.
Просто тяжелый выход из тяжелой болезни. Ну, я чую, што шмат людзей кажа, што вось годы уже праляцелі, так, і яны скардзяцца на тое, што ў іх пагоршылася памяць. Гэта адбылося менавіта пасля ковіду, усе гэтыя годы, да гэтага было ўсё добра. Я не ведаю, мне здаецца, што не можа быць так вось масава так, гэта звязана менавіта з ковідам. Магчыма, ўсё ж такі трэба звяртаць увагу на тое, колькі стала там соцсетак у апошнія дзесяцігоддзі. Так, раней, магчыма, мозг быў не перагружаны такой дадатковай інфармацыі з боку, так, і здавалася, што столькі аб'ёма памяці можна запамінаць, вучыць розныя там мовы і гэтак далей. А цяпер чалавек, я бы вось патлумачыла гэта такой з'явай. Вы са мной пагодзіцеся ці не? Вы знаете, в каком возрасте мозг так максимально работает эффективно? 25 лет. А потом мы все тихонечко, помедленнее начинаем мыслить. С годами просто. И да, надо тренировать, как мышцы, надо тренировать там после 35-40 лет. Если ты их не тренируешь, то у тебя дистрофия происходит. Просто они теряют массу. А мозг так начинает делать после 25 вообще. Потихоньку замедляться. И нам надо им активно работать для того, чтобы сохранить. Вот как там в Алисе, да, в «Стране чудес». Нужно очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте. Все, 25 лет какой был умный, такой ты и есть. И вот теперь надо бежать, чтобы остаться таким. Может, вот на ковид списывают, а сами не бегут достаточно быстро, чтобы сохранить прежний уровень. Ладно, перад тым, як мы перайдзем яшчэ да вясенняга авітамінозы, я яшчэ зачытаю там пытанне з чата і, не ведаю, парады ці папярэджанні. Напрыклад, Мона 6933 піша: «Вакцина – это хроническая инфекция. На это указывают антитела в вашем организме. Вам прививают инфекцию, вы уже болеете вялотекущей болезнью». Пошли страшилки. Это мило. Антитела — это очень хорошо. Антитела — это иммунитет. Это вот то, к чему у вас есть иммунитет. Если у вас есть антитела к гепатиту Б, и ваш организм встретит гепатит Б, что организм скажет? Салам, гепатит Б, я тебя знаю, и убьет. Вот прям на входе. А если нет антител к гепатиту Б, организм такой: это что такое? Я не знаю, что с этим делать. 3 дня думает. За эти 3 дня вирус уже размножился. Уже все, вот вы заболели, печень отказала, смерть. Лучше иметь эти антитела. Как их взять? Можно переболеть и выжить. Вот как они появляются всю историю человечества. А можно воспользоваться достижением медицины последних десятилетий и вакцинироваться. И вот у вас антитела, которые вас не убьют, и не навредят, а только спасут. Дякую. Тата НТ5YB піша: «А як бороться з синдромом хронічної стомленості після ковіда?» Физкультура, правильное питание, сон хорошо налаженный, ложиться спать в 10, затемненное помещение, стараться отдыхать и много двигаться, причем на свежем воздухе. И следить за режимом питания. В общем, здоровый образ жизни вести, и это универсальный совет при любом синдроме хронической усталости, вне зависимости от того, чем он вызван. Ясно. І падтрымліваць і падсілкоўваць трэба не толькі нейкія, не ведаю, асобныя органы свайго цела, так, але і цалкам імунітэт. І мы пераходзім нарэшце да вясны, да такой з'явы, як весенні авітаміноз. Я думаю, зараз мы будзем ўсё часцей чуць вось гэты выраз так ад людзей, што ў мяне яўна вось весенні авітаміноз, я сябе дрэнна адчуваю. Што ўвогуле адбываецца з чалавекам, калі надвор'е мяняецца, калі становіцца трошкі цяплее, вось у гэты пераходны перыяд, які ўжо, дзякуй Богу, пачынаецца ў Беларусі, у Польшчы, шмат у іншых нам блізкіх краінах, так? Адкуль вось гэтая нібыта я хожу як у тумане, нібыта такая стомленасць, нібыта вось нешта і я радуюся і сонейку, а з іншага боку мяне прыбівае. Што са мной адбываецца? Вы устали.
Вы чувствуете усталость, потому что вы устали. Вы сколько там, 3-4 месяца сидели в помещении, мало двигались, очень замерзали, работали за компьютером и мало общались с людьми, и мало гуляли, и не видели бедного солнышка. Вы устали, вот что с вами случилось. Теперь надо выходить на улицу, много гулять, веселиться, и вы станете чувствовать себя лучше. Мгм. Ясна. Так ўсё ж такі вясновы авітаміноз. Адкуль ён Нет, он узяўся, што это такое? не бывает авитаминоза. Ну, есть дефицит витамина С, это цинга, бывает пилагра, бывают вот конкретно страшные рахиты бывают, страшные болезни с конкретными симптомами, очень тяжелые, которых нет, ну, последние лет 200. Когда люди стали более-менее питаться хорошо, даже на корабли стали брать какую-нибудь квашеную капусту. Ну, сейчас нету авитаминозов, вообще ни разу в жизни не видела. Ко мне, когда приходят, говорят: "У нас авитаминоз", я в таком шоке. Думаю, где этот умирающий ребенок без зубов, ну, там, с выпавшими волосами, с потрескавшейся кожей. Вот это все где оно? Несите. А там приходит, а у него так на пальчиках чуть-чуть потрескалась кожа. Ну, это контактный дерматит. Наверное, он в мокрых перчатках ходил у вас, да? Ну, или М. вот здесь вот что-то потрескалось. Ну, научите его губы не облизывать. Ну, не бывает авитаминозов. И вы чувствуете усталость, потому что устали, у вас бывают разные всевозможные симптомы, потому что, ну, там, дерматологические, потому что что-то потрогали, что-то аллергическая реакция, может быть, легкая на что-нибудь. Там сухость кожи из-за того, что там на ветру много гуляли. И разное может быть, но это не авитаминозы. Мгм. С витаминами не связано. Я памятаю, што ў нас у сям'і была такая традыцыя кожную там вясну, калі ўжо спадаў гэты вось эпідэм-цыкл, скажам, пасля зімы, так ужо вось грып сыходзіў кудысьці, збольшага у паліклініках станавілася менш хворых, мы ішлі да доктара і рабілі аналізы, каб зразумець, чаго не хапае ў сваім арганізме, ці ўсё там добра, праверыць і сэрца, праверыць усё. Ну, была зіма, было, ну, там цяжка нам усім жыць, вось і захацелася вось так, то правільна такая пазіцыя, ці да доктара трэба хадзіць, ну, вельмі крайніх выпадкаў, ці ўсё ж такі трэба сачыць за здароўем і за тым, колькі там вітамінаў у цябе ў крыві? Ну нет, за витаминами не надо следить точно, если вы более-менее полноценно питаетесь, хоть что-нибудь съедаете из овощей и фруктов иногда, но вам хватает, потому что витамины там какие-то накапливаются, в целом их немного надо, не надо их прям каждый день, когда говорят, нам нужно столько-то витаминов миллиграммов в день, это не значит, что его нужно каждый день. Ну, сегодня есть, завтра нет, и ладно. Такого дичайшего там, что надо съедать 4 килограмма яблок в неделю. Нет. 2 яблока в неделю, хорошо. Одно яблоко и мандаринка-то ладно, сойдет. Не надо есть сильно много. И мы едим больше, чем нам надо. Витаминов у нас у всех больше, чем нам надо. Проверять их не надо. Ну, все с ними в порядке. Такого, чтобы клинические симптомы чего-то были вызваны дефицитом витаминов, не бывает. Ну, вообще анахронизм какой-то. Не 21-го, даже не 20 века проблема. Забыть об витаминозах совсем. И сердце здоровым детям не надо проверять. Ну и да, лишний раз к врачу ходить без симптомов, то есть, ну, чего мы будем лечить здоровых детей? Чего их проверять, если у них нет ни на что жалоб? Вот ваши родители, они знаете, что делали? Они создавали статистику. Ее можно будет использовать для научных исследований, каких-нибудь лонгитудинальных про прошлое. Смотрите, а как у нас было со здоровьем у детей в 1998 году. Вот. Ну, Ну, вот, я думаю, што гэта не толькі бацькі робяць, я думаю, што гэта яшчэ такая дадатковая мера. Ва ўсіх школах былі такія медасмотры, такія дзяцей там, і ці летам трэба было праходзіць, у верасні, ці вясной, гэта, ну, таксама. Будучи участковым педиатром, ненавидела все эти осмотры здоровых детей со справками, что они здоровы. Оно здоровое. Если жалоб нет, просто поверьте родителям. Ну, почему мы не верим родителям? Родители говорят, оно здоровое. Детка говорит, ну у меня ничего не болит. И чего они идут к врачу и говорят, здоровое, ничего не болит.
держите справку, что оно здоровое. Ну, Мгм. ну так как-то это совершенно бессмысленная трата ресурсов здравоохранения и времени родителей. Мне калісьці сказалі ўжо ў дарослым узросце, ўжо можа там апошнія там некалькі гадоў я даведалася, што трэба прынимаць магний B6 і вітамін D зімой. І я прымаю сапраўды і я адчуваю сябе лепей. Я не ведаю, ці гэта нейкі там псіхалагічны момант ці не, але сапраўды калі вось асабліва калі вельмі шмат гэтай стомленасці, зіма, няма святла і ўсё гэта, я пачынаю піць і мне становіцца весялей і лепей. Вось. Магний B6 і вітамін D. Таксама не трэба іх піць просто так. Ці ўсё ж такі нам усім яны патрэбны. Я чую заўсёды, гэта тое, пра што можна не пытацца. Гэта тое, што можна проста прымаць і горш вы сябе дакладна не сделаеце. Ну, хуже можно сделать, если переесть, там, слава богу, в БАДах. Хотя, вроде как немного, но кто же их контролирует, да? Но, по идее, так-то им надо экономить, поэтому они скорее не доложат, чем переложат. В общем, с магнием сомнительно, конечно, можно побочные эффекты себе вызвать, если переесть. Дайте это тоже можно. Непонятно, почему теперь магний. Вот это вот меня больше интересует. Вот то был цинк, перед тем железо ели все, перед тем что-то еще было такое, там какой-то зеленый кофе или еще что-то. Почему сейчас магний? Как вы выбираете, вот что у вас становится модно, необходимо и что делает вам людям легче себя чувствовать? Вот эта логика мне непонятна. Ну, в смысле, почему? Почему сейчас магний? Ясно. А вы не прымаеце самі? Ну, нет, почему раньше был цинк? Я вот это вот единственное, что мне непонятно, я понимаю, что люди зачем-то что-то принимают и чувствуют себя лучше. Ну и хорошо, пусть чувствуют себя лучше. Единственное, мне непонятно, по какому принципу они выбирают, что принимать, и почему они это меняют, и как-то это все массово так кончается мода на одно, начинается на другое. С витамином D, ну, есть основания. Потому что всегда, когда мы принимаем какое-то решение, а нужен ли нам какой-то БАД, или лучше ли взять витаминку, или съесть капустный лист, нужно вспоминать, что человек эволюционировал на планете Земля и питался, ну как питался, вот капустными листами. И поэтому кишечник, он как приспособлен брать витамин? Вот эту витаминку в окружении того капустного листа, в окружении всей этой клетчатки, которая заодно является пищей для тех бактерий, которые живут в кишечнике и расщепляют витаминку. В общем, продуцируют витаминку. В общем, всегда нужно стараться как-то ближе к природе, вот эта вот красота, да? Ну, в целом, да, в целом помнить, что вот наш организм в чем эволюционировал, в том-то и будет здоров. И все эти БАДы — сомнительная история, а вот витамин D не совсем. Потому что наш организм как эволюционировал, когда мы гуляли по улицам. Все время ходили, гуляли, там корешки собирали, всегда на солнышке. А витамин D, он синтезируется в коже. А сейчас мы что делаем? Мы гуляем, ну, полчаса в день, и то спасибочки зимой. И вот это вот полчаса в день спасибочки зимой может быть недостаточно. Может быть, вот оно и стоит. С другой стороны, витамин D — это то, что накапливается. И если вы хорошо гуляли летом, и еще даже осенью, и в целом выходили в воскресенье почти на целый день с детьми, санками кататься, у вас даже чуть-чуть лицо загорело, ну и хватит. Можно и жить и без витамина D. То есть можно жить без него, ну, если вы такой человек офисный, то можно и с ним. У нас тут былі нядаўна спрэчкі. Мы дзеці сваіх бацькоў, нашыя сем'і там жылі ў Савецкім Саюзе, калі там яшчэ немагчыма, а дакладна не было інтэрнэта, было не так шмат інфармацыі і лячыліся вось часта па парадах сваіх сяброў. І вось мой знакомы лекар сказаў, напрыклад, я памятаю, што казалі: трэба, калі ты ўжо хварэеш, трэба піць шмат вітаміна С. Вось просто вось ты просто шмат адразу з'ясі і дакладна вось ты можаш перабіць сваю інфекцыю. Гэта праўда ці не? Ці можа дапамагчы вітамін С, калі ты ўжо захварэў? Не калі ты падтрымліваў там неяк гэтымі прадуктамі спецыяльнымі, у цябе быў добры рацыён, напрыклад, а калі ты ўжо хварэеш, ці можа ён неяк выратаваць арганізм чалавека?
Не Не. может. Ну, нет такого, чтобы прям спасти организм. Иммунитет будет спасать организм. Если вы переносили инфекцию, вам будет легко и быстро. Не переносили, и нет у вас антител, ну, будет помедленнее. А витамин С, ну что, он ничего он не сделает такого. Даже говорили, знаете, что витамином С рак можно лечить. Что только не пытались лечить, ничего не вылечили. Ничего не вылечили. И что знаете, какой хороший совет? Вот этот вот с витамином С. Чай с лимоном, чай с малиновым вареньем. Очень хорошая вещь, очень правда. Но там не столько лимона и малиновое варенье, сколько чай помогает. Большое количество жидкости, когда вы болеете, может облегчить состояние и предотвратить осложнение в какой-то мере. Вось на такой пазітыўнай ноце бадай мы і скончым наш эфір. Як напісалі ў нас у каментарах, доктарка, якая была сёння праз Zoom у нашым эфіры, Майя Церакулова, вялікая малайчынка, але людзі, на жаль, не заўсёды прабіваемы. Дзякуй вам, Майя, што знайшлі для нас час. Я спадзяюся, парады і гэты эфір будзе камусьці цікавы і карысны. Не хварэйце, калі ласка, у студыі для вас працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі.